В эфире новости на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. Коротко на главных темах к этому часу. В Новопортовском районе столицы начала работу новая подстанция скорой помощи. С работой медиков ознакомился глава региона. От +2 до -12 резкие скачки температуры в Мирном привели к сильному гололеду на дорогах. Всероссийская акция «Тотальный диктант» прошла в столице республики. 17-часовой марафон объединил внутри себя трансляции для всех часовых зон страны. На 17 октября в Якутии выявлено 134 новых случаев COVID-19, в том числе Якутск 87, Нюрбинский 6, Булунский, Жиганский, Мирнинский, Усть-Алданский по 4, Алданский, Горный, Аймиконский, Сунтарский по 3, Амгинский, Верхневилюйский, Тампонский по 2, Аллаиховский, Верхнеколымский, Верхоянский, Нерюнгринский, Алекпинский, Оленёкский, Хангаласский районы по 1 случаю. Летальных случаев от COVID-19 за сутки 2. За сутки лабораториями республики проведено свыше 5000 исследований на коронавирус. Сегодня глава региона посетил республиканскую больницу номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, а также лабораторию республиканской больницы номер 3, где провел рабочее обсуждение деятельности лабораторий республики. Айсен Николаев отметил, что сейчас одна из главных проблем – это быстрая диагностика анализов. Из-за недостатков маршрутизации и большого наплыва время на подтверждение анализов доходит до 9 дней. Сегодня выработанный ряд решений, будут приняты все меры по сокращению срока обработки анализов. Мы сейчас принимаем меры достаточно серьезные в части как раз перераспределения потоков анализов, дополнительного привлечения ресурсов для того, чтобы время анализа все-таки у нас было не более 3-4 дней в ближайшее время, а желательно мы, чтобы в ближайшее время вышли уже на период сутки-двое. То есть если человек сдал сегодня утром анализы, он должен максимум послезавтра уже анализы, результаты получить. А еще лучше, если завтра или в течение дня. Вот. Поэтому в этом направлении работа идет, и мы как раз в лаборатории РБ-3 с руководством больницы, с министерством, с профильным зампредом обсудили эти вопросы. Ряд решений выработан, они будут реализованы буквально опять же в ближайшие дни. И я думаю, что на следующей неделе уже позитивный результат по скорости обработки анализов уже будет достигнут. Также Айсен Николаев посетил новую подстанцию скорой помощи в Новопортовском районе столицы. По словам медиков, потребность в открытии дополнительной станции назрела давно. За 3-й день работы бригады скорой помощи Новопортовского района успели оказать помощь 170 больным. Здесь будут работать 4 бригады. Под обслуживание попадает всего 32 тысячи жителей Жатая, микрорайонов Марха и Сатал, а также жителей поселков Кангаласы и Тулагина. Также медики озвучили желание об открытии такой подстанции и в автодорожном округе Якутска. Станция для чего нужна? Для того, чтобы уменьшить рукав. Подачу машин скорой помощи, медицинской помощи ближе к населению. То есть вот эта подстанция, которая сегодня мы начали работать здесь, она будет обслуживать Марху, Сатал, Жатай, Кангаласы. То есть если мы раньше ездили с Петра Алексеева 64/1, пробивали всю пробку, которая эту автостраду, там теряется очень много времени. И доезд, согласно программе госгарантии, вообще 20 минут на экстренные вызовы. К другим темам. Контролеры проверили 150 тонн свежезамороженной рыбы, доставленной в Якутск из северных улусов. Претензий нет, продукция допущена к продаже, сообщили в управлении Россельхознадзора по Якутии. Ветеринарно-сопроводительные документы, законность вылова рыбы, лабораторные исследования соответствуют всем требованиям. Всего в республике насчитывается порядка 30 предприятий и общин, добывающих рыбу. 15 октября закрылась навигация для маломерных судов. Межсезонье – это всегда самое трудное время для жителей заречных населенных пунктов Ленского района. Это Натора и Ярославский. В период навигации жители этого села добираются до райцентра с помощью лодок и Полесья, которое делает остановку напротив села по пути в Пеледу и Витим. Где-то 1,5 месяца жители заречных сел не смогут выбраться в Ленск. На этот период они запасаются необходимыми продуктами и лекарствами. Но всего предусмотрели
смотреть нельзя. К тому же в Ярославском нет даже фельдшера, а в ближайшее время закроется единственный продуктовый магазин. Такая ситуация складывается, что действительно в селе возраст пенсионный весь. И люди, конечно, нуждаются часто в медицинской помощи. Ну, погоде об этом не скажешь ничего. Погода делает свое. Я не врач, не имею медицинского образования. Ну и сам чуть ли не устанавливаешь диагноз, что с врачами, конечно, созваниваешься, говоришь, что какие симптомы, и уже на основании этого вызываем санавиацию. Нас предупредил индивидуальный предприниматель, что не актуально содержать магазин, и будем выходить на район, разговаривать, может, кого-то все-таки удастся привлечь. Обильные осадки в виде снега прошли в Мирном, а резкие скачки температуры от 2 градусов выше нуля до минус 12 привели к гололеду. О последствиях сезонного явления и способах безопасного передвижения автомобилистов и пешеходов узнавала Марфирина Алексеева. Вот и настала пора пиковой гололедицы. Да и вообще климат в Мирном весьма переменчив. Даже посреди зимы 30-градусный мороз может резко сменить оттепель до минус 5 градусов. Такое явление для мирнинцев в последние годы не редкость, поэтому к гололеду нужно быть готовым всегда. Не прошло и суток после образования наледи. На дорогах уже зафиксированы случаи дорожно-транспортных происшествий. Сегодня у нас уже было ДТП, без пострадавших, но тем не менее. Как раз вот из-за скользкой дороги водитель грузовика не успел вовремя затормозить и врезался во впереди идущий транспорт. Из 98 случаев дорожных происшествий в текущем году самой распространенной причиной ДТП является гололед. Основная ошибка водителей – несоблюдение скоростного режима и безопасной дистанции. Так как в условиях гололеда тормозной путь автомобиля увеличивается, также возможен занос автомобиля, не следует совершать необдуманных обгонов, перестроений и других маневров. Однако самой большой халатностью является незаблаговременная смена летних шин на зимние. Мы пообщались со специалистами и выяснили, какие шины больше подходят климату и условиям города Мирного. Шипы, они, имеют свойство вылетать. В больших городах, если шипуют резину, то в нашем городе нет еще такой услуги шиповать резину. Шипы вылетают. Где шипы, там просто больше капронки в этой резине. А липучка, она мягче. Наши морозы, там 40-45 градусов, она мягче остается резина. Автомобиль – это жизнь твоя, семьи твоих, детей возишь, кто-то, да. Допустим, я бы посоветовал бы не жалеть просто денег на хорошую резину. Как оказалось, водители также больше предпочитают фрикционные шины, в народе называемые липучки. Шипованная резина в основном ставят те, кто выезжает на трассу. В городе вообще предпочтение в городе, конечно, на липучкой. Просто не ожидали, что за ночь выпадет так снега и гололед будет. Началась интенсивная отсыпка городских дорог песчано-гравийной смесью. 6 единиц техники выезжают на отсыпку 2 раза в день. Приоритетом у нас идет маршруты автобусов, а потом все остальные улицы. Происходит посыпка 20 метров до перекрестка и сам перекресток по каждому направлению перекрестка. И то же самое на пешеходных переходах. То есть 20 метров до пешеходного перехода и сам пешеходный переход. В ближайшие дни в Мирном ожидаются обильные снегопады. Синоптики объявили штормовое предупреждение. Горожанам не рекомендуется выезжать в дальние поездки, а пешим стоит соблюдать осторожность и позаботиться о подходящей обуви. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. С 1 января 2021 года в России начнут действовать единые требования к работе мусороперерабатывающих заводов и полигонов. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду. Это позволит извлекать максимальное количество видов отходов для дальнейшей утилизации. Несколько пунктов требований регулируют вопросы закрытия полигонов. Такие объекты должны быть выведены из эксплуатации, если они заполнены до проектной вместимости или не отвечают требованиям экологической безопасности.
Заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Виктор Романов разъяснил ситуацию по конфликту между региональным оператором Якутской Осетии и МУП «Жилкомсервис». По его словам, спор двух хозяйствующих субъектов должен был решаться в гражданско-правовом поле, но ситуация получилась такая, что Жилкомсервис, используя доминирующее положение, предъявил неприменимые условия для взаиморасчетов за услуги захоронения, используя максимальный тариф сжатия мусоровозной техники при отсутствии тарифных источников оператора. В целях недопущения чрезвычайной ситуации этот вопрос был поднят на уровне комиссии под председательством первого вице-премьера Алексея Колодезникова. Принято определенное решение, которое обязательно для исполнения, в том числе обеспечить допуск якутской экосетям на полигон. Кабинет министров подготовил отзыв на инициативу группы сенаторов и депутатов продлить до 1 марта 2026 года упрощенную регистрацию прав на садовые и жилые дома, расположенные на садовых земельных участках, и распространить ее в отношении жилых домов на землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, рекомендовано исключить возможность регистрации в упрощенном порядке многоквартирных домов, возведенных под видом ИЖС. А в Якутске в Национальной библиотеке прошла всероссийская акция «Тотальный диктант». Автором текста в этом году выступил писатель Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров», лауреат литературной премии «Национальный бестселлер». Главным нововведением текущего года стало проведение 17-часового марафона, который объединил внутри себя трансляции для всех часовых зон, лекции экспертов, а также спектакль, посвященный основной теме диктанта. Разумеется, и в Якутске акция прошла в онлайн-формате. Участниками стали около 500 якутян. Действительно, в этом году коррективы внесены в диктант. Он проходит у нас по всей стране в 3 форматах разных. Первое, можно самостоятельно зайти на сайт totaldict.ru и написать диктант самостоятельно. Второе, мы предложили присоединиться к нашей площадке, например, через Zoom. Да? Дело в том, что когда пишете онлайн, да, то оценок не выставляется. То есть оценки для самопроверки, и выставляются только баллы, и сертификат человеку присваивается о том, что у него столько-то баллов и стольки-то. Пейзажи Амгинской земли, жизнь и быт севера, портреты видных деятелей Якутии украсили Нижегородский государственный выставочный комплекс. Накануне там состоялось открытие персональной выставки художника Семена Луканси. Экспозиция носит название «Под солнцем Арктики» и уже предопределяет основной мотив работ – люди, обычаи, образы национальной жизни Якутии. На 500 квадратных метрах расположились более 80 работ автора. Это и новые произведения, такие как портрет Соруна Малона и матери героини Февронии Малгиной, так и работы последних 3-4 лет. Мотивы севера и характер персонажей так тонко и искусно представлены через личные переживания автора, отметили первые посетители выставки. Рассматривание общечеловеческих проблем через призму судьбы и жизни и быта одного народа чрезвычайно продуктивный получился подход к этому вопросу. Открытие экспозиции «Под солнцем Арктики» планировалось в Нижнем Новгороде еще в марте этого года, но из-за эпидемиологической ситуации состоялось только в октябре. С выставкой работ молодого якутского художника можно ознакомиться до 8 ноября включительно. Сам автор уже вернулся в Москву. Сегодня мне уже звонили, сказали, что там посетители вовсю идут, там уже очередь какая-то собралась. Поэтому люди очень заинтересованы, очень им интересно. Эту выставку, возможно, отвезут в другие ближайшие города. Мы это посмотрим. Если это получится, конечно, было бы очень здорово. И после Нижнего Новгорода у меня появились много интересных идей, замыслов, которые я буду в ближайшее время реализовывать. К этому часу пока все новости. Берегите себя, соблюдайте масочный режим, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию.